Привет, привет. Как Добрый всегда. день, доброе утро или добрый вечер, Таня. Добрый день уже, наверное. Здравствуйте, Вера, Здравствуйте. здравствуйте, Николай. Рада вас видеть. Так, мне нужно как-то поставить только телефон на какую-то подставку. Можем начать? А если я так переверну, получится? Нет, не получится. Ага. Ну ладно, буду держать в руках. Спасибо. Стараюсь. Ага. Как-то Где я... книга? Конечно. Тогда, Вера, тебе слово. Таня, очень рада тебя видеть. Очень слышно, да? Я тоже. Нормально? Ага. Таня, очень рада тебя видеть. И хотели бы задать такие очередные вопросы. Ну, в смысле этого, познакомить. Хотя мне кажется, что тебя не нужно знакомить, с одной стороны, потому что ты очень известный человек, но с другой стороны, было бы как бы узнать побольше о тебе, о твоем детстве, если это возможно. Можешь ли, пожалуйста, рассказать о себе? Конечно. Здравствуйте. Во-первых, Все. все очень рада. Я для себя вот только открываю Саха-диаспору, к сожалению, как-то поздно очень я проснулась. Читаю, вот посмотрела, когда готовилась, посмотрела разные эти эфиры. Так много людей, оказывается, в разных наших соотечественных, в разных уголках мира, в каких-то совсем интересных таких местах, про которые только мечтать можно. Вот, поэтому, и это, наверное, очень как бы характерно, может быть, даже характерно для наших людей, потому что мне кажется, что вот люди всегда стремились к узнаванию нового, познаванию мира, открытия. Как-то вот новое всегда очень хорошо воспринимается и этим интересуется. Поэтому это совершенно неудивительно и замечательно. И мне кажется, в этом заключается вся прелесть современного мира, в том, что он становится таким хорошо связанным, этот connected, да, linked, как сказать это, да, очень хорошо связанным. Вот, про себя, и это, конечно, все стало возможно только вот в постсоветское, наверное, время, да? Ну да, ага. Потому что в мое советское детство, в глубоком советском детстве и в молодости, которая еще была перед перестроечной, такого вообще представить себе, конечно, было невозможно. Но отголоски какие-то были, было интересно, потому что люди все-таки путешествовали, люди ездили. И, наверное, вот через английский язык, потому что у меня сестра очень интересовалась английским языком, это послужило каким-то вот окошком таким для меня и своего рода каким-то каналом для того, чтобы узнавать новое, интересоваться через музыку, через поэзию. Потом я поступила в школе, я занималась еще в кружке, который назывался английского языка во Дворце пионеров, и это очень тоже послужило мне. Пели мы песни Битлз, я помню, с преподавателем. Было здорово. Ну, в общем, как-то было, да, было очень интересно узнавать какой-то совершенно другой мир. И на факультете иностранных языков, когда я поступила тогда, для меня казалось, что вот все преподаватели, они были какие-то очень необычные, потому что, во-первых, они шикарно говорили на английском языке, во-вторых, был какой-то у них такой флёр необычности, загадочности какой-то. Хотя в то время, конечно, бедные, они совершенно не имели никакой
возможности, чтобы разговаривать с носителями языка. Я помню, к нам на факультет приходили, значит, называлось это носители языка, финны, которые разговаривали на английском языке. Для нас это казалось вообще совершенно замечательным возможностью попрактиковать. Ну вот как-то так, наверное, через интерес к английскому языку. И я помню, что вот у моего отца, у него тоже была какая-то такая интерес к этому. И со своих поездок, когда он приезжал, мне рассказывал, я помню очень часто, как-то он повторял, что быть где-то за границей без знания другого языка — это совершенно быть немым и глухим. И, наверное, вот как-то вот постепенно вот это вот все кусочки сложились в свое время, и мне это было особенно интересным для выбора вот профессии, для того, чтобы я потом стала преподавать английский язык, работала переводчиком, и впоследствии, когда я работала переводчиком, и у меня появилась возможность вот, помочь нет, не кинокомпании, а документалистам, которые делали фильм из Channel BBC4, да, Channel 4 он тогда назывался, о венках. И вот с того времени у меня появился какой-то интерес к антропологии тоже одновременно. В общем, вот так как-то, если вкратце. Интересно, то есть интерес антропологии появился, когда ты была в университете, да? Или же Когда я закончила университет. уже закончила университет. Когда я уже закончила университет. И некоторое время я продолжала помогать вот моему будущему потом руководителю научному Пирсу Витебскому. Я ему помогала в обработке полевых данных, сборе там, полевых данных и так далее. И для меня это тоже показалось очень интересным, как бы получился какой-то странный круг такой, да, через английский язык я пришла к своей собственной культуре, к своему собственному месту, к своей собственной родине, для того, чтобы узнавать больше, интересоваться больше, заниматься изучением этого. Поэтому вот как-то, да, очень странно, но такой вот круг получился через интерес к другой культуре, я пришла к своей собственной культуре. И вот мы переходим к следующему вопросу. Как вы попали в Кембридж? Да, ну вот. И потому как я работала с Пирсом Витебским, это он, мой научный руководитель, он преподаватель в Scott Polar Research Institute в Кембриджском университете. И когда я работала и помогала ему, он мне как-то сказал: у нас нет... Этот институт, мировой институт, который занимается проблемами Севера, так, полярными исследованиями, то есть они Арктикой и Антарктикой занимаются. И когда он мне сказал, что у нас нет ни одного русского студента из России, из Советского Союза, это большая часть Севера, да, мне показалось это просто невозможным. Как это такое возможно быть? И вот с помощью Пирса мы как-то, он помог мне поступить в магистратуру сперва, потом в докторантуру. И мои исследования были в основном исключительно посвящены Якутии, хотя сейчас я стараюсь расширить больше свой интерес. И немножечко я отошла, конечно, от того самого изначального моего вопроса, которым я занималась. Это было в основном о этничности, о национальных отношениях, о национализме. И вот постепенно как-то в процессе я перешла на совсем другие темы, которые
совершенно никакого отношения к этничности не имеют. Мгм. Вот. Там в Кембридже я училась с 94 года. Сперва я закончила магистратуру, и потом я начала делать докторантуру там же, в том же самом месте. И после этого, это, конечно, удивительное место, Scott Poll Research Institute. И вообще Кембридж, он сам по себе очень интересное место, но столкнулась я там с интересными совершенно для себя открытиями. Все, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, когда привык учиться совершенно в другом режиме, с другими какими-то, как это сказать, требованиями, лучше, да, сказать, наверное. Поэтому перестроиться и начать работать, как-то поменять свой взгляд, это было немножечко, конечно, сложно, но возможно, конечно. Ответила я на ваш вопрос, Николай, или не ответила? Да. Все-таки Кембридж это известный университет. Многие мечтают об учебе в этом университете. И по вашему мнению, чем отличается, какие особенности обучения? Вот, да, особенности такие. Прежде всего, вот что меня, наверное, самая большая трудность была в том, что и даже не английский язык, да, хотя, естественно, тот язык, который преподавали нам в свое время, он был очень таким правильным, классическим, BBC-шный такой английский язык, в котором не было сленгов, в котором не было никаких таких неадекватностей, с которыми люди разговаривают, каждодневная речь совершенно другая, естественно. И когда попадаешь туда учиться, ты понимаешь прекрасно своих преподавателей. Но вне университетских стен, когда ты разговариваешь в магазине, например, да, становится там или в автобусе совершенно непонятно. Вот это вот английский язык, конечно, была перестройка в этом смысле. Но больше всего, наверное, для меня в академическом плане это было не знание каких-то там вот аспектов, потому что все это можно было прочитать, запомнить там и проштудировать и так далее, но умение, во-первых, излагать все это письменно, потому что в основном все излагается письменно. Знакомая трудность. Да, все твои знания проверяются в письменном виде. Это всегда Да. эссе, это диссертация, это какие-то, значит, маленькие резюме. Все нужно было писать. К этому мы были совершенно не приучены, естественно, в наше время. Когда нас учили, нам нужно было вызубрить там, да, от и до, там 3 страницы, знать прекрасно даты и так далее. А вот синтеза еще всех этих знаний, и для того, чтобы уметь выразить и взять смелость, главное, на себя выразить свое мнение, вот это вот было, наверное, самое основное, потому что в наше время, когда мы учились, нам было важно высказать там роль какого-то философа, там марксистскую, какую-нибудь там из марксизма-ленинизма, значит, какие-то основоположные там какие-то знания и так далее. А для того, чтобы выразить свое собственное мнение, нас даже как-то не поощряли никогда, на самом деле. И вот, наверное, в этом была самая основная сложность, в том, чтобы взять на себя смелость и сказать, а я вот думаю по-другому. Или ты там прочитал, я не знаю, Марселя Мосса, и ты должен с ним согласиться, что ли, обязательно, да? А если я считаю по-другому, то ты должен выразить это мнение, да, и сказать, я вот не согласен с Марселем Моссом. И для меня это было в первое время просто совершенно уму непостижимо. Как можно там
не соглашаться с Баазом там, или там, с Марселем Моссом, с теми же самыми вот всеми этими теоретиками, да, в то время как раз вся учеба в Кембридже, она вот и перестраивает, и вообще, значит, как бы не только в Кембридже, в любом университете, перестраивает на свое собственное мышление, в том, чтобы синтезировать вот эти вот все знания, выбрать что-то и сформировать свое собственное, то есть сделать анализ из этого. Вот это, наверное, было самое-самое сложное. И я не говорю, что это только потому, что мы учились в Советском Союзе там, да, или в России. Со студентами, с которыми я сейчас занимаюсь, для них это тоже проблема. То есть вот это вот, наверное, просто взросление, да, какое-то. И поэтому самая главная работа, которую мы проводим сейчас со студентами, это в том, чтобы они умели сказать: вот ты прочитай все от и до, там вот тебе дали 5 источников, прочитай, но ты на основе этих 5 источников скажи свое собственное мнение. Что ты по этому поводу думаешь? Считаешь ты это правильным или неправильным? Или предложи что-то свое собственное. Как сформулировать вот вопрос? И вот это, да, вот, наверное, письменные... уметь выразить себя на письме и сформировать свое собственное мнение, это были две самые-самые большие как бы трудности, наверное, поначалу. Ну, это как раз поворотный момент даже в сознании, Да, в психологии. да, Это конечно. ты не только как бы усваиваешь эти навыки, но ты в то же время перестраиваешься сама для того, чтобы вот самостоятельно мыслить, самостоятельно вот критически относиться к тому, что написано вот было раньше, или там к окружающему миру, правильно? Да, и именно к окружающему миру еще просто, потому что на все нужно как бы смотреть. Есть такая, как же мы ее называем, critical distance, да? Не критическая дистанция, которую нельзя приблизиться слишком близко, чтобы вот это вот объективное твое мнение и суждение, оно сформировалось. Потому что когда очень близко, то тогда positive criticism, что возникает называется. субъективизм. Да. Вот. Татьяна Ивановна, Да. вы хотели, да, спросить? Нет, Коля, спрашивай, пожалуйста. Да. Мне кажется, вот эти трудности, которые вы обозначили, мне кажется, актуальны и сегодня. И Конечно. мне кажется, в Якутске, ну или вообще в России нам нужно как-то перестроить обучение английскому, чтобы дети уже имели возможность писать академическое письмо, ну то есть эссе, структуру, как все это сделать и выражать свое мнение. Я считаю, что, ну, опять-таки, наверное, умение говорить, оно, конечно, очень важно. И нельзя сказать, что здесь умение говорить или вот какие-то ораторские искусства, оно здесь не почитается. Если вы посмотрите тот же самый парламентские выступления, да, в этом-то и заключается мастерство, чтобы уметь аргументированно доказать свою точку зрения, выразить и таким образом собрать там не только электорат, поддержку какую-то и так далее. То есть и то, и другое важно, но игнорировать вот это вот искусство выражать себя письменно ни в коем случае нельзя. Поэтому, мне кажется, в наших и школах, и университетах нужно развивать возможность, то есть развивать вот эти вот умения и выражать себя устно, и письменно. В то время как, конечно, если молодые люди, наши слушатели, собираются учиться где-то на Западе, то, наверное, нужно обратить больше внимания на то, как уметь себя выражать в письменном виде
писать эссе, те же самые, вы совершенно правильно говорите, Николай, общепринятые структуры вот этих вот эссе, которые есть, они, к сожалению, не меняются совершенно. Они вот как есть, так и как были. Поэтому учиться писать эссе – это одна из очень важных знаний и навыков. Но тут еще получается сложно еще и потому, что нужно высказывать свое мнение, которое это надо опять-таки вырабатывать. Это вот как бы Да. не просто умение писать эссе, но в то же время еще и иметь, вот как вы правильно сказали, смелость высказать свое мнение. Это довольно сложно. Да. Да. Ага. А тут мне стало, кстати говоря, очень интересно тот момент во время нашей беседы, вот, когда вы сказали, что вы через английский язык перешли вот на свою культуру, да, и вот тут я как бы узнаю как бы свое собственное, значит, советское прошлое, да, и прошлое одной нашей замечательной землячки, вот с которым у нас недавно было интервью, с Леной Томской, которая, значит, она занимается масс-рестлингом, и она сказала во время тоже эфира о том, что вот через именно масс-рестлинг, когда вот она вот стала узнавать больше о своей культуре, больше о своем народе, о традициях. И вот эти вот параллели мне показались очень как бы интересными, да, то есть вот как бы разными путями, но приход к своему народу, к своим корням. Вот. Но опять-таки сейчас вот ты упомянула, что у тебя сейчас тема на данный момент, она уже не относится к этничности. Вот можно, пожалуйста, рассказать, и вот почему вот такой вот поворот произошел? Да, я считаю, что как бы взгляд на свои собственные корни, на свою собственную культуру, когда находишься вдали, это совершенно как бы понятно. Потому что когда ты находишься дома, в Якутии, ты такой же, как все, собственно говоря. И культура, которая там... Вот мы говорили только что сейчас, да, про critical distance, про критическую дистанцию. Мы находимся внутри дома своего, мы этого не замечаем. И когда мы немножечко отдаляемся от этого, у нас появляется вот эта вот критическая дистанция, она формирует совершенно другой взгляд на вещи, во-первых. Во-вторых, когда ты находишься в среде совершенно других людей, тебе очень важно идентифицировать себя. То есть вот это вот проходит процесс такой ломки, наверное, может быть, нахождение себя, формирование каких-то своих собственных «я», найти какие-то, вот встать на, ну, определить себя, наверное, в этом обществе. И для этого интерес, поэтому появляется интерес, и вот этот вот интерес научный, он как бы частично твой персональный интерес, потому что ты пытаешься определить, кто ты есть в этом обществе на самом деле, и сказать таким образом, да, миру, окружающим людям о том, кто ты есть. А почему я отошла немножечко от этого? Во-первых, ну, наверное, потому что тема, которую я выбрала сейчас для себя, это мобильность, движение, и в частности, я продолжаю заниматься дорогами, исследованиями дорог. Для меня это просто была очень интересная тема. Тема, которая была мало изучена, мало кто ею занимался, кроме там каких-то транспортных людей, которые занимаются транспортом, допустим, да. А в антропологии дорогами сильно никто тогда не занимался. И мне показалось это просто очень интересным. И опять-таки, когда я начала заниматься дорогами, я занималась дорогами в Якутии конкретно. Но там уже вот этот этнический аспект, он немножечко пропал, потому что когда я начала работать с дальнобойщиками, да, тут уже этнический эффект, как бы, то есть этнический аспект, он не сильно имеет значение. И для меня это был, наверное, очень даже как-то расширились границы немножечко.
А сейчас меня интересуют дороги здесь, в Шотландии исторические, например, тоже. Поэтому он, конечно, не пропал совсем, этот этнический аспект. Я до сих пор буду интересоваться, конечно, своей собственной культурой, если есть возможность у меня начать какой-то новый проект, который будет иметь отношение и к культуре, и к этничности, и к национальным каким-то аспектам, я с удовольствием этим займусь. Но вот в данный момент пока у меня на моей повестке дня научное это вот движение и мобильность. А вот, прошу прощения, Коля, можно я задам еще один вопрос? Николай, да? Таня, а вот помню, что в музее, вот в Якутске, когда мы встречались, вот вы привезли вот из музея артефакт исторический. Это вот сделано из мамонтовой кости, буквально часть общего панно якутского ИХХ, да? Вот, то есть это получается, это вот уже как бы не ваша основная работа, а вот как бы один из тех проектов о культуре. И верный вопрос, Вера. И что замечательно в антропологии, в том, что исследование часто бывает не как бы такие, как бы интерес возникает не только от тебя самого, а от того, что люди, с которыми ты работаешь, тебе как бы предлагают, да? И идея этого проекта, она возникла даже не моей подачи совсем, а от того, что директор музея, бывший директор музея тогда, Ася Львовна Габышева, узнала о том, что в Британском музее есть вот эта такая модель 18-го, конца 19 века или середины 19 века, которая изображает эсэх. Это фрагмент на самом деле был только. И она лежит в Британском музее где-то там. Вот она захотела побольше о ней узнать. И если посчастливится каким-то образом привести ее, показать в Якутии. Мы попробовали тогда в первый раз это сделать, но деньги были совершенно невозможные какие-то. И в первый раз у нас не получилось. Потом мы отложили на некоторое время и смогли с моей коллегой подать на грант. Когда мы получили этот грант, у нас все получилось уже, и могли мы ее привести, и в течение 6 месяцев эта модель была в Якутске, в Национальном художественном музее. И был совершенно удивительный отклик на эту модель и от художников, и от молодых ребят-косторезов, и от вообще вот художников в общем, и от простых людей тоже, потому что увидеть вот эти вот маленькие фигурки, которые буквально чуть ли не оживали там когда рассматриваешь это. Это очень интересный проект получился у нас, да. Очень интересный, да. Да, спасибо вам за это. Потом я вроде слышала, как наш известный вот знаменитый косторез Федор Марков, он сделал реплику, да, этого, или как там? Продолжение. То есть продолжение есть такое, да, этого проекта? Угу. Там интересно, что продолжение получилось 2. Ага. Когда эта модель выставлялась в течение 6 месяцев, мы раньше думали, что это был неизвестный художник, да, который это сделал, но сотрудники музея и наша сотрудница Сабердинского музея, значит, Ефросинья Наговицына и Элеонора Пирс, они установили, кто был мастером, косторезом. И когда эта модель находилась в течение 6 месяцев в Якутске, ребята из художественного училища, которые писали дипломную работу, пришли, то есть не писали, они же вырезали, естественно, дипломные работы, это косторезы, да, они пришли
на выставку и попросили разрешения у нас, и в то время была с нами представитель Британского музея, они попросили разрешения сделать продолжение, как дипломную работу. И они сделали вот за несколько месяцев в том же самом стиле, с тем же самым вот как бы языком, да, подчеркивая вот эту вот как бы такую наивность резьбы, даже примитивность какую-то. Великолепная работа получилась, она до сих пор сейчас стоит в Якутском художественном училище, если вам интересно посмотреть. А Федор Марков, Федор Иванович, сделал модель, которая была заказана Британским музеем, потому что Британский музей, когда узнал, что это только часть какой-то большой картины, да, как мы установили и как мы поняли о том, что это только часть, потому что на этом экспонате из Британского музея изображен Алгышчи, вот эта вот церемония вся, люди стоят, там есть ураса, в которой готовится кумыс. Ну, в общем, все как бы главные атрибуты есть. Но самого важного, чего не было, и мы обратили на это внимание, что не было лошадей. И, естественно, исэх без лошадей проводиться не может. То есть человек, который это делал, он явно где-то в другой части, которая потерялась, была продана отдельно, непонятно совершенно, были лошади. И мальчики на своей работе, они в первую очередь изготовили этих лошадок, конечно же. Продолжение у них получилось. А Федор Иванович делал это по заказу Британского музея, который, когда узнал, что была вторая часть, они решили, чтобы получилась полная картина. Но Федор Иванович сделал свое собственное понимание того, как вторая часть этого, недостающие детали могли бы быть изображены. И в этом, конечно, великий художник и есть великий художник. Он повторять то, что было сделано, не стал. Он выразил совершенно по-другому, с алукма, с другими деталями. И работа получилась великолепная. Она была привезена для выставки, которая называлась «Арктика. Культуры и народы». Климат, культуры и народы. И была эта выставка, к сожалению, немножечко повлиял этот COVID, и поэтому она прошла намного короче, чем она должна была быть. Но модель Федора Ивановича вот теперь находится в Британском музее вместе с работой художника XIX века. Это просто... Я считаю, что это замечательно. Это изумительно, это очень изумительно, да. Очень хорошая история. Угу. Так, мы как-то быстро перешли из Кембриджа. Можем ли вернуться? Конечно. Здесь был вопрос, ну вот ребята интересуются, как поступить в Кембридж. В Кембридж поступить сейчас... в Кембридже, между прочим, есть свои эти scholarships, как они называются, стипендии, наверное, да? Да. И об этом нужно смотреть на страничках их университета и колледжей, самое главное, потому что Кембридж, он состоит как бы из двух частей, не как наш Якутский университет, в котором есть факультеты просто. Когда поступаешь, что ты принадлежишь не только университету, где ты учишься, но ты еще относишься к какому-то колледжу. И колледж — это твоя как бы social life, да? Это жизнь, которая за пределами учебы. Это твое жилье, твое питание, твои спортивные там какие-то интересы и так далее. В общем, social life, да?
Вот, и в колледже имеют очень большие возможности для финансирования и прочее. Если зайти на их портал, то наверняка там есть эти возможности такие анонсируются, скорее всего. А вот еще недавно я просто помогаю сейчас одному молодому человеку, который хочет у нас сделать магистерскую программу. Я увидела, что есть президентские программы для обучения за рубежом. Как раз-таки на магистратуру и так далее. Было совсем недавно вот объявление. Где-то я промелькнула оно, что я отправила нашему молодому кандидату, который хочет поступить к нам, учиться в аспирантуру. А какие экзамены надо сдавать или не надо сдавать ничего? Для того, чтобы поступить, нужно иметь хорошие результаты с предыдущей учебы. То есть, если ты поступаешь в зависимости от того, куда вы поступаете. То есть, если это undergraduate, сразу же после школы, то, соответственно, нужно показать хорошие результаты школьные. То есть, это ЕГЭ, наверное, да, те же самые. Я знаю, что здесь, поскольку у меня дети уже старшие, и один уже поступил в университет, а другая собирается только, что требования там очень высокие. И не обязательно, что по всем вот этим вот параметрам, все 5 A's, допустим, да, будут все пятерки, они возьмут этого студента учиться. То есть нужно показать еще, что ты можешь что-то привнести и дать этому университету. То есть твои там спортивные какие-то достижения или музыкальные достижения, не знаю, ну, поэтому, когда дети учатся, и особенно в школах, и особенно вот на старших ступенях обучения в школе, они начинают очень сильно как бы создавать себе этот CV для того, чтобы поступить. То есть нужны какие-то другие параметры. Кроме этого, волонтерство, там, опять-таки, призовые места по каким-то видам спорта и так далее, и так далее. То есть это насчет поступления для... И, естественно, нужно statement собственный, да, personal statement о том, что вы из себя представляете и так далее. И для того, чтобы поступить в магистратуру или в аспирантуру, те же самые требования. То есть нужны очень хорошие результаты. Но кроме этого, когда мы смотрим для того, кто поступает в магистратуру, нам нужно знать научные интересы, чем человек хочет заниматься, что он предлагает интересного. И если этот проект очень интересный, и если мы, вот я сейчас говорю про свой собственный университет, мы можем обеспечить нужное научное руководство, мы с удовольствием этого человека возьмем. Вот. То есть получается, что человек, когда поступает, он поступает, то есть университет выбирает вот как бы наиболее полную личность, да, которая может со временем принести пользу обществу. Вот. Человек, который может в их глазах является перспективным, который сможет проучиться, естественно, который многообещающий по разным аспектам. То есть, ну, обычный как бы отбор по достаточно широкому спектру требований. Угу. Спасибо. Спасибо большое, да. А какую специальность выбрали дети? Или выбирают? Да, у меня сын занимается в университете, который называется Heriot Watt, это в Эдинбурге, и он занимается бизнесом и китайским, мандарин. Бизнес нормально, китайский очень сложно, он считает. Несмотря на то, что, ну, это другая история, там надо, конечно, естественно, заниматься все время с китайским языком. Вот. А дочка интересуется пока фильмом
фильмографией, film studies, наверное, будет. Ну, пока у нас очень много интересов уже поменялось. Была и психология в какое-то время. Вот. И еще что-то было, я уже забыла. Но вот сейчас, в данный момент, это кино. Посмотрим. Вот, да, это выставка. Да. Это... Нет, это же работа Федора Маслова, Ивановича. А, Да, Ага. Федора Ивановича в музее. Он перед самым отъездом по нашей как бы просьбе все-таки выставил ее на несколько дней в музее для того, чтобы проводили эту модель, которая уехала навсегда. Непонятно, когда она еще вернется к себе на родину. Так, давайте сейчас вспомним защиту диссертации. Давайте. Как она проходит в Кембридже? Да, защита диссертации, значит, опять-таки, здесь это образовательная, то есть разница в образовательных системах, да, в то время как у нас и дипломные работы, и кандидатские, и докторские защищаются в достаточно публичном режиме, где много людей присутствует, здесь защита диссертации, она достаточно в камерном таком проходит режиме, виде, но при этом основная задача для человека, который защищает свою диссертацию, и для его двух оппонентов, оппонент один обычно назначается из университета. Сейчас какие-то эти неполадки, да? Ага, немного сигнал пропал. Ага. Татьяна, прошу прощения, по-моему, сигнал пропал. Слышно все? Да, Да. сейчас слышно. Ага. И вот Мне кажется, это интернет просто очень медленный. они стабильные, да? Угу. Насчет диссертации не было вот буквально абсолютно ничего. Вот можно, пожалуйста, вот повторить, если не трудно? Ага, хорошо. Да, спасибо большое. Угу. Значит, про диссертацию проходит в камерном режиме, да? Мы сказали, что два оппонента, один из университета, из которого защищающийся, другой человек, называется external examiner, он из университета обычно другого научного учреждения. И эти люди, они, во-первых, читают внимательно и предлагают свои какие-то соображения, замечания и так далее, они должны установить, соответствует ли работа требованиям, научным требованиям, есть ли в этой работе какая-то оригинальность, новое решение. Но для человека, который защищается, в основном, и самая главная задача – это учиться. Потому что когда два эксперта ему предлагают какие-то свои собственные замечания, предложения и так далее, это необыкновенный процесс, когда очень многому можно научиться. И в течение вот этого того же самого, мы говорили с вами, умение выразить себя письменно, критическому анализу, умению синтезировать и выражать свое собственное мнение. Угу. Вот, тут спасибо большое. Тут, кстати говоря, вот у нас мамочки очень интересуются, как правильно воспитывать детей, да? Вот, на основе своего собственного опыта вот, спрашивают, вот, например, как интернет воздействует и социальные сети, и ТВ, вот, на ваш взгляд, на навыки и развитие детей. Там стоит ли сильно требовать, чтобы ребенок изучал вот математику и физику для того, чтобы он добился какого-то успеха, либо же может как бы там
отдаться своему там увлечению, но потом мало ли там что может случиться, вот как бы, вот на ваш взгляд, вот как это все? Ну, я точно такая же мамочка, как и все остальные мамочки, которая учится. Если бы я знала бы все на свете заранее, наверняка бы я делала бы многие вещи по-другому. Поэтому иногда такой взгляд назад, и думаешь, зачем вот я так сделала, зачем я говорила так детям. Постепенно это как-то понимаешь. И такого, наверное, не бывает, чтобы были совершенно правильные родители. Мы делаем то, что мы можем делать, да. Мы делаем это как бы из самых лучших побуждений и из самых лучших наших намерений для того, чтобы делать для детей самое лучшее, естественно. В плане интернета, я думаю, что это невозможно не давать детям допуск к интернету. Естественно, я считаю, что рано начинать не надо, если это возможно отложить на некоторое время, чтобы дети занимались и были на интернете или там играли на компьютере и так далее с самого маленького возраста. Мне кажется, совершенно не нужно. Есть возможность. Потом, мне кажется, таким образом вот связь с родителями, она немножечко теряется. Если есть возможности, пока дети маленькие, как раз вот создать, побольше побыть с ними, читать книжки те же самые, заниматься играми, мне кажется, это самое замечательное время для этого, когда все усваивается. Но вообще, в принципе, без интернета это, конечно, невозможно будет. И без соцсетей. Как бы это ни было бы страшно для нашего мнения, да, и по нашим соображениям, ну, ничего не поделаешь, такова реальность. Второй вопрос был там, что про математику, да? Да, надо ли там Да, форсировать? форсировать, вот насчет форсирования я считаю, что не надо. Может быть, они права, и может быть, это, наверное, не самое популярное будет мнение. Что я видела из, как бы, вот сравнивая две системы образования, и мои дети в возрасте, там, сколько им было, я даже уже не помню, наверное, 10 и 14, может быть, поменьше, не помню уже. Мы поехали, у меня был научный отпуск, и мы поехали в Якутск, потому что я занималась там своими полевыми исследованиями, а дети в это время в течение 3 месяцев они занимались в школе, учились там, в моей старой школе, в 8-й. Она сейчас классическая гимназия называется. И сделали мы это специально для того, чтобы, во-первых, они подтянули свой русский язык, во-вторых, чтобы они увидели немножечко с другой позиции, как дети учатся, живут и так далее. Я считаю, что это был очень хороший опыт для них. Они сейчас об этом вспоминают часто, но в чем они видели трудности, для меня, собственно говоря, это тоже была трудность. Это то, что было огромное количество заданий домашних. И мы иногда до полуночи сидели для того, чтобы... Потому что сами они сделать домашнее задание не смогут. Мне, естественно, нужно было все там частично переводить, объяснять и так далее. И мы сидели очень долго, выполняя эти домашние задания, хотя школа нас предупредила. Они сказали нам, мы вам оценок сильно там ставить не будем и так далее. Но как бы вообще ходить в школу, не выполняя домашние задания, тоже нельзя было. Учителя были замечательные совершенно. Нам страшно повезло. Вообще школа замечательная. Но они в этом видели трудность, и поэтому для них общение с детьми это было просто замечательно. У них было много друзей, но ходить в школу из-за вот этих занятий у них особого как бы желания не было. И потом я сравнила, когда мы приехали сюда, они в школу шли, не жалуясь, с радостью собирались, шли. Причем
И здесь как-то вот с домашними заданиями и потом в старшей школе они всегда все делали сами. То есть от меня, как от родителя, какого-то вот вклада в том, чтобы дополнительно объяснить, не было. Я считаю, наверное, что вот процесс обучения в школе, он таким и должен быть, да? Во-первых, чтобы было интересно, их хотелось идти в школу. Потому что школа — это большая часть их времени, она должна быть очень и приятной, и радостной, и ассоциироваться должна быть с очень хорошими эмоциями вообще, в принципе. Вот. И когда дети не хотят в школу идти, мне кажется, что это не совсем правильно. И еще самое главное, это то, что дети должны в процессе вот этого вот обучения, они должны в школе, они должны учиться тому же самому, чтобы и выражать себя, и дисциплинировать себя, и справляться вот с этим объемом заданий сами. Да? Потому что, когда они закончат школу, кто с ними будет дальше учиться? И родители же не будут с ними всегда, правильно? Но вот в этом, мне кажется, в школе они закладываются самые основные такие какие-то блоки и кубики того, как они будут жить и учиться дальше сами. Вот не знаю, может быть, это не самое популярное мнение будет. Но я с этим абсолютно согласна, потому что столько там учатся 12 лет, и эти 12 лет, если они не будут как бы быть отравлены в течение 12 лет, это, конечно, очень так неправильно, да, я тоже с этим согласна. Да. И да, ну вот мне кажется, больше всего вот положительные эмоции должны быть в школе. То есть, естественно, и я не хочу сказать, что весь мир будет всегда положительным, да, там, но для того, чтобы, естественно, там будут и проблемы, какие-то проблемы с друзьями, с учителями проблемы, естественно, будут, потому что жизнь такая, да, но человек должен идти в школу с радостью, мне кажется, точно так же, как человек должен идти в университет или учиться, ну, с желанием. Потому что если этого желания нет, то, наверное, может быть, это неправильный выбор, да, какой-то там программы в университете. Вот как-то так. Татьяна Ивановна, вы сейчас преподаете в Абердинском университете, и еще вы были в Якутске, в Северо-Восточном федеральном университете. Как вы думаете, какие отличия, какие есть схожие моменты между студентами Шотландии, Якутии? Да, в Якутске я преподавала либо летнее время там, да, или какие-то вот, какие-то определенные курсы. Да, курсы, или часть курсов мне давали. Студенты очень сильно изменились в Якутске. Студенты стали более такие... Вот я опять-таки не знаю, может быть, я кого-то обижу. Мне кажется, мы были немножечко зажаты. Это я про себя, наверное, в первую очередь говорю. Я не говорю про всех. Были. Мы были какие-то вот немножечко ограниченные в движениях, мне кажется, да. Нам было немножечко, опять-таки, мне, наверное, в первую очередь, было немножко как-то несвободно в этом отношении. А сейчас студенты, с которыми я общаюсь, которых я вижу, они очень сильно изменились. Они необыкновенно творческие, открытые. Потом, что мне больше всего нравится, это то, что в Якутске студенты у них очень много энтузиазма на все и оптимизма, да. Им какие-то у них новые идеи всегда бывают, задумки, какие-то оригинальные планы, решения. Там. Мне даже завидно становится, потому что в наше время как-то вот не было такого, чтобы был совершенный там фейерверк каких-то идей и
возможностей даже, да, вот это вот по-хорошему завидно. Я считаю, что студенты замечательные в Якутске, мне нравится с ними работать и так держать, и дальше нужно продолжать в таком же самом духе. И самое главное, что, наверное, отличает еще, по крайней мере, те студенты, с которыми я занималась, им очень хочется заниматься. И в этом плане, наверное, но есть и студенты, для которых, может быть, это был не самый верный выбор там, да, или поступаешь на какой-то курс, естественно, там первое время пока притираешься, потом через некоторое время оказывается, что антропология совсем не твое, да, бывает такое, конечно. И здесь, и там. Я думаю, что очень многого схожего со студентами, но мне кажется, что здесь студенты немножко более самостоятельные. В Шотландии. В Шотландии, да, потому что многие из них находятся вне дома, многие из них уехали от родителей. Многие, когда они поступают учиться, они вынуждены, вот несмотря на то, что у них... Так, еще одно небольшое отступление. В Шотландии немножечко другая система обучения, чем в Англии или в других частях Великобритании. В Шотландии для того, чтобы для студентов, которые поступают сразу же после школы, undergraduate они называются, есть стипендия, чего нету в Англии. То есть если студенты в Англии, допустим, в том же самом Кембридже, вы должны платить за свое обучение и платить за там, проживание, да, то в Шотландии студенты, которые закончили школу здесь, считаются шотландскими студентами, местными. Они учатся бесплатно и получают небольшую помощь. Но это как бы loan называется, да, как бы кредит, который нужно отдавать будет для того, чтобы помочь им вот с проживанием и так далее. Но это очень небольшая часть. И многие выбирают не брать этот кредит. Да? Соответственно, они учатся, но они вынуждены работать для того, чтобы заплатить за свое проживание, которое недешево, за питание, за свои, там, я не знаю, телефоны и прочие смартфоны, за интернет. Расходов ужасно много на самом деле у студентов сейчас. И многие из них работают. То есть жизнь у студентов здесь нелегкая, несмотря на то, что они учатся бесплатно, местные студенты. Многие переезжают из другого города для того, чтобы учиться здесь, в Абердине. Они в отрыве от родителей. Родители, судя вот по моим студентам, не часто помогают детям. Ну или если помогают, то это немножко совсем. То есть студенты в основном становятся очень самостоятельными и должны сами себя обеспечивать. Я считаю, что это правильно. И у меня еще следующий вопрос, Вера. Не против? Нет, конечно, да. Угу. В одном из ваших интервью вы сказали, что шотландцы и якуты очень похожи. Да. Можете об этом поделиться, рассказать? Я считаю, что они похожи, потому что они, то есть мы и шотландцы очень гордимся своей культурой. Это в первую очередь. Бережно относятся к культуре, гордятся, знают. И в отличие от, допустим, есть такой известный, как он сказать, наверное, презентер, да, телеведущий Джереми Паксман. Может быть, вы о нем слышали. И он написал книгу «The Englishman» в какой-то момент, где идет сравнение с англичанами. Вот он сравнивает англичан с шотландцами, то есть, да, и он говорит, что у англичан как такового вот выраженного идентитета, да, идентичности у них нету, в то время как
опять-таки, никого не хочу обидеть, может быть, там англичане есть, я просто ссылаюсь на книгу Джереми Паксмана. В то время как у шотландцев у них просто обилие всего, да, и килты, и волынка, и вот эти вот какие-то такие очень характерные, знаковые, да, символы их идентичности. Этого очень много здесь. И я считаю, что вот в этом именно, в том, что люди относятся бережно к своей культуре, гордятся, самое главное, культурой, вот в этом и есть схожесть между якутами или людьми, которые живут в Якутии, потому что не только якуты, и русские, которые прожили очень много и долгое время в Якутии, очень бережно и с теплотой относятся ко всем вот этим символам и знакам, как так сказать, да. Поэтому я вот считаю только именно поэтому. Но еще и потому, что шотландцы очень теплые люди, несмотря на то, что куча стереотипов существует, да, когда здесь живешь, ты понимаешь, что люди на самом деле совершенно другие от того, какое там есть стереотипическое какое-то представление о них. Люди очень теплые, люди очень отзывчивые, страшно гостеприимные и очень добрые и щедрые, несмотря на все стереотипы, которые есть. Поэтому здесь мне, например, очень как бы как дома, комфортабельно ощущается. О, замечательно. Предлагаю побольше поговорить о Шотландии теперь. Давайте. Самая северная часть королевства. Можете побольше нам рассказать, потому что мы ни разу не были и много слышали. И вот Да, исторические дороги, прошу прощения, исторические дороги, вот Шотландия тоже вот как бы с этим связана, да? Вот, да, да. Ну, Шотландия, в историю я сильно уходить не буду, потому что я могу очень многого наврать там, если там сидят историки, которые знают Шотландию больше, чем я, наверняка смогут меня поправить. Но история Шотландии очень богата, уходит далеко корнями, естественно. Мы вот совершенно недавно вернулись из Оркнейских островов, да, архипелаг островов на самом севере Шотландии, и обнаружили, что там есть поселения, которые археологи раскапывают, очень много поселений, которым 5000 лет. То есть это и пикты, и забыла. Ладно, не буду, сейчас не вспомню. И пикты, и викинги, и, в общем, очень много. То есть, естественно, эта часть была заселена очень давно. И здесь много перекрестных всяких разных культур, северных, да, там из Скандинавии, из Норвегии, из Исландии. Очень много. Вот этот вот северный идентитет, он в Шотландии очень силен. Да, сильно присутствуют, они себя присутствуют, то есть присутствует, они себя в этом как бы сильно отличают себя от южных, от юга. И ну, про города вы знаете здесь, да, это Эдинбург столица, Глазго считается самым большим, он промышленный город по населению. Здесь, в городе Абердине, который находится на восточной части Шотландии, очень много, естественно, культуры и было связано с рыболовством, и с морем, и с судоходством и так далее. Где-то в конце 60-х, 70-х годах здесь обнаружили нефть, и с этого времени немножечко профиль города и
его промышленная часть, она немножко поменялась, естественно. А так, в основном, они жили за счет рыболовства, сельского хозяйства, которое очень сильно развито здесь, животноводство, ну и все, что полагается, и изготовление виски, что еще? Да, ну вот так вот приблизительно, не вспомню сейчас уже. Вот сейчас в Якутии... хотели продолжить, да? Нет, давайте. Сейчас в Задавайте Якутии вопросы. начинается сезон сбора ягод. Есть ли похожие ягоды в Шотландии? Ягоды, конечно, есть. И ягоды есть, и грибы, но как-то интересное дело, что в лес по ягоды сильно никто не ходит, кроме меня, наверное. Да, и то я хожу по грибы. Грибов здесь много. Немножечко, наверное, вообще, в принципе, в этом плане здесь слегка по-другому. Наверное, люди больше выращивают для удовольствия, чем для заготовок на зиму, да? И, естественно, в магазине все есть. Но вот что отличительная черта, кстати, в последнее время это стало заметным, что многие люди стали предпочитать экологически чистые продукты, биологически чистые продукты, то есть органические, как они здесь называются, да, и, соответственно, люди делают выбор в том, чтобы куда-то там на ферму поехать, чтобы собрать свои собственные ягоды, которые они знают, что были выращены там экологически, чисто. Вот это вот присутствует, что можно поехать где-то на ферме, собрать свои собственные ягоды и так далее. Или купить органические продукты. И опять-таки основное тоже, не хочу за всех говорить, но, наверное, для какого-то определенного слоя населения о том, вот эта вот экологичность всего, да, и упаковки, там, и переработки продуктов и отходов является очень важной частью. Здесь, по крайней мере, в Шотландии. В Шотландии очень много ветровой энергии, которая добывается волновая, да, и приливная энергия. Вот это вот еще один очень важный аспект тоже. Они, кстати, наверняка превосходят даже Англию. Мне казалось так, по крайней мере, до недавнего времени было, потому что очень много шотландское правительство делало, как бы внимание уделяло для именно развития вот этой вот солнечной, ветровой энергии из таких источников, которые экологичными считаются. Вот до эфира к нам поступили несколько вопросов, и один из них связан с пандемией, которая сейчас вот уже второй год проходит, и она, к сожалению, поменяла наш образ жизни. Люди работают из дома, мы соблюдаем социальную дистанцию, не ходим в кинотеатры, а смотрим Netflix. И, ну, очень много изменилось. И как вы думаете, с точки зрения антропологии, как это все поменяется в будущем, повлияет? Вот, для меня, в первую очередь, поскольку я занимаюсь движением и mobilities, да, вот это вот мобильностью, дорогами, для меня прежде всего, наверное, вот особенно в первые месяцы этой пандемии, для меня было очень интересно посмотреть, насколько стало меньше движения, да. То есть, когда там утром выходишь, рано утром идешь, по дороге практически машин не было. Была тишина, воздух был свежим. То есть, в этом отношении, да, я считала, что это, наверное, есть какие-то позитивные изменения. Но сейчас посмотреть практически то же самое движение машин.
я все-таки считаю, что, наверное, для нас это был какой-то особый урок в позитивном плане, да, что многие, вот, вы поймете меня, раньше на конференцию нужно было лететь там 3 дня в Австралию, допустим, куда-нибудь, да, для того, чтобы выступить 20 минут со своей презентацией и столько же времени потратить. Конечно, хорошо полететь в Австралию там, да, но если куда-то в другое место, то же самое. И сколько вот этот вот было ущерба нанесено за один твой перелет куда-то далеко, да, я считаю, что в этом плане, наверное, мы немножечко поменяли свое собственное мировоззрение, да, как люди, которые понимают, что на самом деле, оказывается, можно было сделать это все достаточно более экологичным образом, сидеть у себя дома. Естественно, немножечко вот этого вот персонального контакта или социальных каких-то связей, это очень важно. Но в том, что мы можем поменять какие-то то, как мы раньше делали, да, что-то, чем-то, деятельность наша, можно немножечко поменять в более экологичную сторону. Я считаю, что это достаточно хороший результат. В том, что мы, естественно, стали немножечко другими, и о том, что эта пандемия наверняка очень много принесла каких-то психологических проблем, это совершенно однозначно, и это грустно, естественно. Но я все-таки верю, я всегда была оптимистом, о том, что люди это, во-первых, как сказать, резилиент. Устойчивые, как бы они... Сильный, да? Нет, Сильные, да, люди очень сильные. стрессоустойчивые, наверное, больше. И стрессоустойчивые, и сильные по своей натуре, и всегда будут как-то находить выходы из этих ситуаций. Я считаю, что если даже мир не вернется в то же самое, Состояние. в ту же самую, да, состояние, в котором мы были, мы все равно как-то сможем приспособиться. Я считаю, что несмотря на все трудности, которые есть, мы сможем выбраться из этого или перестроиться каким-то образом. Меня немножечко, конечно, жалко, что вот для молодого поколения мир совершенно становится другим, не таким, каким мы его испытали в свое время, когда можно было беззаботно совершенно и без страхов там на даче находиться, да, или лето проводить совершенно не задумываясь, да, о там каких-то грязных руках там или нечищенных. Мир немножечко для них стал другим, конечно. Это немножко обидно. Но, опять-таки, я считаю, что они очень сильные. Несмотря на то, что они молодые, они все равно очень сильное поколение. И еще подсказывают стойкие, да, спасибо. Да, они намного более стойкие, чем мы, мне кажется, да. Да. Вера, у тебя был вопрос про антропологию и колониальные. Да, я хотела бы это сказать, с одной стороны. С другой стороны, мне так понравился вот этот вот разговор про ковид и о том, что вот наши люди стойкие, что я даже не знаю, там, стоит его задавать или нет. Ну, наверное, задам. Мне, кстати говоря, очень показалось знаменательным, что вы, Татьяна Ивановна, стали работать вот именно по истории Шотландии, там исторические дороги, потому что на самом деле антропология, она имеет колониальные корни, да, и вот мы привыкли к тому, что западный человек приезжает там как бы куда-то вот для них открывать новые земли, это вот как бы вот исторически сложилось, да, и вот изучает фауну, флору, ну вот и людей, и вот таким вот образом зародилась антропология.
То есть вот колониальные корни, они до сих пор как бы есть, до сих пор существуют. И я не знаю, как в Шотландии, например, да, но или там в другом мире, но здесь в Америке набирает силу деколонизация антропологии. Вот как вот к этому веянию вот относитесь? Вот, или там, вот, как вы думаете, вот ваши мысли по этому поводу? Да, нет, совершенно однозначно. Я думаю, что это повсеместно, наверное, не только в Америке. Хотя Америка, наверное, это первое место, где это должно было обязательно произойти. В Великобритании, особенно в Шотландии, тоже очень много колониальной как бы истории и антропологии, и других социальных наук, той же самой истории, географии. И это очень-очень важный вопрос сейчас, который занимает внимание нас всех, людей, которые работают и в Абердине, и в Эдинбурге, и вообще где угодно. Потому что студенты совершенно правильно спрашивают, почему мы должны обращать внимание на того же самого, допустим, Эдварда Тейлора, который совершенно по-другому видел, да, и говорил о примитивных каких-то культурах и так далее. То есть я считаю, что здесь нужно все-таки какой-то сбалансированный, да, подход. И то, что нужно дать возможность сейчас людям из других культур говорить самим за себя и давать возможность представлять свои собственные взгляды так, как они есть, а не через там мужчину белого, допустим, среднего возраста, какой обычно стереотипические, да, представления бывают. Опять-таки никого не хочу обидеть. Может быть, вполне возможно, что этот человек имеет обязательно более там образован, имеет более хорошую специализацию и так далее, конечно. Но здесь нужен баланс обязательно. И то, что сейчас наши студенты учат и понимают об антропологии в более широких рамках, с пониманием всего как бы вот этого вот истории и происхождения, и могут критически относиться ко всему этому. Я считаю, что это совершенно правильно и совершенно, наверняка даже немножечко поздно, но слава богу, что это начался этот процесс. Когда мы сейчас говорим о темах расы, например, да, вот я преподаю введение в антропологию, первый год, тема расы. Да, как мы говорим о расах. Наш подход, то есть вот до совершенно недавнего времени был такой. Все люди одинаковые, несмотря на цвет кожи. У нас у всех два глаза, там нос, ну, две руки, две ноги, не обязательно всегда так бывает, но в принципе у нас у всех одинаковое как бы строение, ДНК там и так далее, да. Цвет кожи, мы говорим, что он приходит потом, намного позже, да, то есть разделение людей по цвету кожи, оно не всегда было, то есть не изначально было признаком отличия. Оно пришло потом, исторически, в связи вот с этим с slave trade и когда появились первые рабы там, и так далее. То есть антропология до недавнего времени говорила, мы все одинаковые. Вот какие мы хорошие, да, мы за равенство. А потом студенты мне говорят, о чем вы говорите вообще? О каком равенстве может быть идти речь, если Джордж Флойд был убит на улице белым полицейским? Где здесь равенство? Естественно, никакого равенства здесь нет. Несмотря на то, что антропология очень гуманистическая наука, да, и мы говорим, все равны, все одинаковые, там, забудьте про цвет кожи. Про цвет кожи нельзя забывать, потому что когда
вот такого рода вещи происходят, да, когда людей убивают или темнокожих людей забирают в тюрьму исключительно, там полицейские к ним начинают придираться исключительно из-за цвета кожи, потому что они считают, что если ты темнокожий, то, скорее всего, какой-нибудь там в криминальной группировке находишься, да? Это же мы не можем совершенно игнорировать. Поэтому сейчас мы кардинально меняем наш подход, да? И мы говорим о том, что наша задача как антропологов сейчас образовывать людей, дать им понять, показать на вот эти вот неравенства, которые существуют в обществе, показать на то, что у нас сейчас есть совершенно неправильные какие-то стереотипы. И в этом вот задача всей антропологии, она заключается именно в том, чтобы показать на то, что нам, обычным людям, да, вот если вы не антрополог, вы там обычный, допустим, человек, который живет себе спокойной жизнью, но при этом рос всегда с определенными стереотипами, с какими-то определенными ценностями, которые передавались там из поколения в поколение, да, и никогда критически не анализировались, антропология вот как раз для этого-то и нужна. Когда приходит ко мне студент, сидит у меня на лекции на первом году, я ему объясняю и про расы, и про гендер, да, и про культуры. И он открывает для себя новое, и он понимает, что, например, паранджа, она носится людьми исключительно, женщинами, то есть исключительно из уважения к остальным. Не потому, что она хочет себя скрыть, а она таким образом выражает уважение, да, и к Богу, и к себе. Люди начинают понимать о культурах, о людях, с которыми они живут, о своих собственных соседях, которые там через стенку, мусульмане, допустим, они начинают понимать совершенно по-другому, с другой точки зрения. Вот в этом, я считаю, и есть задача антропологии, в том, чтобы просвещать и давать людям понять другую точку зрения и стать более образованными, более толерантными, более понимающим обществом, как бы. Я считаю вообще, в принципе, я считаю, что если бы все политики прошли бы курс введения в антропологию в университете, когда они учились бы, вообще мир бы стал бы другим совершенно. Я абсолютно согласна, да, то, что современная, вот именно современная антропология, вот она должна вот в эту сторону просвещать и улучшать мир. И это прекрасно, Да. что вы в этом направлении работаете. Спасибо. И я вот считаю, что, если можно, да, я вот считаю, что науки, естественно, говорят, допустим, да, вот там science, науки именно, да, не фундаментальные науки, а точные науки, точные да, науки, математика, физика, химия, медицина, там наиболее важные науки. Понятно, потому что вот сейчас, допустим, там с ковидом, с пандемиями медицина очень важна, да, для того, чтобы понять и причины болезни, и как бы найти там вакцину, лечение, лекарства и так далее. Но при этом о том, как люди к этому относятся и как они это будут воспринимать с культурной точки зрения, да, с точки зрения своего образования, воспитания и так далее, никто не поймет. Медицина не поймет, физика не поймет, математика не поймет, химия не поймет. Без гуманитарных наук, без той же самой социологии, антропологии, истории там, и других наук, которые могут понять психологии, да, которые могут понять о том, как
человек будет думать, как он будет воспринимать, как можно это рассчитать потом в дальнейшем, невозможно. Мир не может существовать без понимания и знаний об обществе. Несмотря на то, что там математика будет вас вперед, или там физика будет в космос куда-то там делать ракеты, не знаю, еще какие-то достижения там вводить. Но общество-то, оно состоит из людей, и каждый человек думает, делает свои рассуждения в силу того, как он был воспитан, в силу того, как его культура научила это делать. Поэтому невозможно будет понять, рассчитать и построить даже мир в дальнейшем без этого. Гуманитарные науки, как бы их ни принижали, я считаю, что без них невозможно жить. Да, абсолютно, абсолютно согласна, да. Эти вот этические отношения вот между людьми, вот, и этическое отношение к миру и к будущему вот только вот в принципе может развиться только в том случае, когда вот мы изучаем людей, отношения людей и учим и просвещаем людей быть терпимыми, быть счастливыми и, в общем-то, как-то стараться вносить свой вклад, да, ведь получается. Да, этика и мораль еще, мне кажется. Да, этика и мораль, да, Вот правильно. это... Угу. Да. А мораль? Наверное, сейчас последний вопрос. Давайте. А мы насчет морали. Насчет морали можно? Давайте, Вера. Ну вот насчет морали можно вот Татьяна, вот как бы более там подробно сказать? Ну вот, когда мы преподаем, допустим, да, антропологию, ну, даже вот, допустим, на таком элементарном уровне, мы обучаем студента, как проводить исследования. Мы обучаем студента о том, как брать интервью. Мы обучаем студента о том, как делать записи полевые, как технически там с микрофоном обращаться и так далее, и так далее. Но при этом один очень важный аспект этого образования заключается в том, что антрополог прежде всего, когда он общается с информантом, да, да, информант же говорят. Ну да, с участником интервью, либо там, значит, да, с участником интервью, допустим, да, с участником исследования или с участником интервью, он прежде всего должен думать о том, чтобы его исследование никаким образом не навредило этому человеку. Да? Соответственно, мы должны думать о принципах конфиденциальности, анонимности, там, этических каких-то правил, для того, чтобы этот человек в результате этого исследования никаким образом не пострадал, чтобы ему никакой урон не был нанесен там, да. Поэтому вот эта вот моральность и этические как бы элементы, они уже заложены в самом исследовании антропологии. То есть человек, который идет в поле, он, естественно, думает о том, ой, какое интересное исследование я могу здесь провести, но с другой стороны, и это важность, и поэтому мы все антропологи, которые состоят там, допустим, в ассоциациях антропологических, да, они своего рода делают тоже какую-то, вот как у врачей есть клятва Гиппократа, мы подписываемся все под этическим кодом антропологов, да, которые, в принципе, должно быть, там, ваши исследования не должны никаким образом не способствовать там конфликтам, войнам, не нанести вред людям, с которыми вы работаете, и так далее, и так далее. То есть моральность, она уже и этические нормы, они уже заложены в самой работе антропологов.
То есть И получается, я считаю, что это очень важно. ага, то есть получается, это просто как бы подписывается к уважению к отдельному человеку, да, в уважении к отдельному человеку на И месте. Да, культуре, и да. культуре, да. Мгм. И культуре, и обществу. И какой-то вот отдельно взятой группе людей, допустим, да. Мгм. То есть, да, И у вот меня с этой последний точки зрения, вопрос. наверное. Да. Какой премьер-министр, по вашему мнению, внес большой вклад в развитие Великобритании? Это очень сложный вопрос, наверное. Ну, я считаю, наверное, я очень уважаю Черчилля. Я считаю, что, наверное, про всех я сказать не могу, конечно, но я просто вот считаю, что он сделал очень большой вклад. И вот с точки зрения морали, кстати, в это военное время для жителей Великобритании он был очень важным человеком. Я не знаю, как бы повели другие премьер-министры, может быть, точно так же, но Черчилль был в то время очень как бы важным фундаментом, наверное, и поддержкой для очень многих. Про остальных я не знаю. Мне очень сильно импонировала Тереза Мэй, потому что она была женщина одна среди большого количества мужчин. Про политические ее решения я не комментирую. Точно так же, как и Маргарет Тэтчер, хотя ее в этой стране очень сильно не любят, импонировала исключительно потому, что она была женщина. Вот. Я Спасибо. считаю, что женщин должно быть больше в руководстве. Вот и вопрос поступил, почему сейчас не измеряют размеры черепа? Это тоже относится к этике антропологии? Да, да, именно. Спасибо за вопрос. Это относится к этике антропологии, но еще и потому, что это потому что мы в антропологии понимаем, что любая, сейчас я буду лекцию читать, извините, пожалуйста, что любая культура должна измеряться не по стандартам, которые заданы извне, а есть такое понятие cultural relativism и historical particularism, да? Объясню, что история каждого народа и вот эту вот историческую линию, которую народ прошел, он прошел сам, да? Мы вот эту вот историю не должны сравнивать с историей, допустим, как вы можете сравнить историю эвенков с историей тех же самых норвежцев, допустим, да? Можем ли мы принести их вместе и сказать, какая история там лучше или хуже? Нет, это невозможно. Сейчас слышно? Да, слышно. Ага. Ну вот, хорошо, значит, я быстренько тогда объясню, потому что прерваться еще. Да, поэтому сравнивать народы в их историческом развитии или в культуре, точно так же, как и сравнивать людей по физическим каким-то параметрам, невозможно и неправильно. Потому что мы делаем, когда мы сравниваем? Мы сравниваем обычно по какому-то эталону или по каким-то параметрам. А какие это параметры и кем эти параметры были придуманы? Теми же самыми западными учеными, да, или параметры, которые были выведены там, я не знаю, по сравнению с какой-то культурой, да, допустим. Это неверно, потому что у каждого народа и у каждой культуры есть свой собственный процесс развития, свой собственный процесс и важность какая-то, да, своей собственной культуры. Поэтому рассматривать культуры
рассматривать историческое развитие культур нужно внутри их самих, без внешних каких-то параметров. То же самое относится к физиологическим каким-то этим... Опять, кто придумал какие-то параметры там высоты, красоты, стройности, длинноногости и так далее? Откуда все эти параметры появились по сравнению там с какими-то западными красавицами, которые по подиумах ходят? Неверно, потому что в понятии, допустим, тех же самых бразильских женщин, да, это совершенно другие высоты. Вот, считаю так. Ответила я на вопрос ваш или не ответила? Мне кажется, да. Спасибо. Кто мне? Да. И, наверное, мы на этом закончим, потому что мы уже почти больше 1,5 часа. Ух ты. Вера, вы с нами, да? А меня слышно или нет? Слышно, Что-то у меня... да. Слышно, но не видно. Прошу прощения, телефон у меня глючит в последнее время. Это Ничего. Да. Вот. А тут вот, кстати говоря, ответ вот, мне показался иллюстрацией к вот именно к деколонизации антропологии. Да. Да, абсолютно хорошая иллюстрация деколонизации антропологии, когда стандарты значит, красоты, скажем, ну, даже красоты, да, они исходят изнутри, но не снаружи. Или же там как бы, когда человек этой культуры, вот он имеет больше прав говорить о своей культуре и представлять свой народ, чем другие люди, которые вот приходят и начинают измерять твой череп, да, к примеру. Вот, как бы так. Да. И поэтому самый основной принцип, да, которым антропологи должны руководствоваться, это в том, чтобы изучать общество или группу людей, с которыми ты работаешь, не со стороны, а как бы внедряясь вовнутрь и смотря, наблюдая за тем, как все эти процессы проходят изнутри. Потому что только будучи внутри и только пытаясь понять о том, как люди формируют вот какое-то мнение, ценности, взгляды изнутри, нам становится понятным, почему именно такие взгляды формируют. Самый главный вопрос, который задают антропологи, почему? Почему, вот, допустим, там, не знаю, элементарно, здесь делают там таким образом, а вот в другой стране делают там, или в другой культуре делают таким образом. Мы должны увидеть эту... Да. К нам поступили несколько вопросов. Предлагаю очень кратко ответить. Давайте. Про идентичность якутян. Ваше мнение? Про идентичность якутян. Если я правильно понял вопрос. Якутская идентичность. Еще раз. Ага, якутская идентичность, да. Ну, как? Этим вопросом можно... Значит, основной момент, опять-таки, когда мы говорим про культуры и когда мы говорим про ту же самую идентичность людей, да, она... Самый важный принцип, который нужно понять, ничего не стоит на месте. Да? Ничего на месте не стоит, оно всегда находится в движении, всегда находится в развитии. Поэтому те самые вопросы идентичности, которые поднимались, допустим, в конце XIX века или даже в середине там, 50-х годов, сейчас они будут трактоваться, видеться, пониматься немножечко по-другому. И я считаю, что в этом-то и прелесть, потому что можно всегда, во-первых, заниматься этим вопросом, потому что всегда будут отличия, всегда будет развитие, всегда будут какие-то подниматься другие аспекты. Как вот сейчас, допустим, молодое поколение видит себя
будучи якутами там, или якутянами, даже люди, которые живут в республике Якутия, из чего оно состоит сейчас, именно, вот в 2021 году, сегодня, на сегодняшний день. Как это будет отличаться от того, как мы видим себя в советское время, Вера и я, допустим, да, когда мы учились в русской школе, когда язык якутский я слышала только от бабушки, допустим, да, и, ну, от родителей между собой разговаривали, но для нас было важным и считалось очень важным знать русский язык, потому что русский язык ведет тебя к нужному и важному образованию, да. Как в наше советское время, когда мы жили практически без там якутского кино того же самого, да, без каких-то других очень важных элементов и атрибутов, которые сейчас просто невозможно представить. Как человек, который сейчас делает якутское кино, тот же самый Давыдов, да, его зовут? Да, да. Необыкновенный режиссер, да, из Амги. Как вот он сейчас понимает, допустим, идентичность по сравнению с тем, что это было разные вещи. Поэтому вот это основополагающий принцип, который нужно всегда здесь вот где-то, да, что никогда не стоит, даже будь то культура, даже будь то те же самые традиции, да, якутские традиции мы говорим. Как празднование Эсэха в 1960 году можно сравнить с празднованием Эсэха сейчас, в 2020 или 2019 году, допустим, да? Это же совершенно разные вещи. Вот так вот к идентитету и к идентичности можно отнестись. Да, простите, я не очень кратко ответила. Еще один вопрос. Ваше отношение к браку представителей разных культур? Отношение к браку? Брак представителей разных культур, например... Представителей разных культур. Да. Ну, опять-таки, это можно вот связать с моим первым вопросом. Культуры на месте не стоят, они развиваются, и браки между представителями разных культур, они будут происходить. Это невозможно запретить. Сейчас мир становится таким более fluid, да, мобильным, движимым, культуры пересекаются. Это не значит, что на этом приходит конец культурам. Это совершенно не означает, что культуры портятся или культуры каким-то образом дегенерируют из-за этого, да? Мне кажется, это просто какой-то новый виток развития культур. Как вы считаете? Ну, с одной стороны... это я как бы риторический вопрос. Да. Человек да, риторический На этом мы, наверное, закончим. Спасибо большое. Это вопрос для размышлений. Да, вопрос для размышлений. Угу. Спасибо большое вам за вопросы. Я потом смогу как-то эти вопросы увидеть и ответить, да, или как? Да, я думаю, получится. Да, я сейчас сделаю. Потому что если я не ответила на какие-то вопросы, я очень прошу прощения. И может быть, мне это, если хотите пообщаться, там как можно, наверное, написать или что-то. ну, можно еще эти ответы спасибо. на вопросы, Татьяна Ивановна, можно эти ответы на вопросы поместить потом на сайте. У нас же будет материал. Хорошо. Ага. Ой, вижу своих родных там ребят. Спасибо, что были на связи и в эфире. Спасибо, что послушали. Вам спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо, очень было приятно. За просто необыкновенные технические ваши способности. Верочка, спасибо большое. Рада была видеть, слышать, поговорить. Да. Спасибо большое, Танечка. Да. И очень приятно. Спасибо всем. До связи. До связи, до свидания. Всего хорошего. Да, до свидания.